Сегодня наш вебинар посвящен новому или обновленному модулю МСОКа в системе ГИСЭО. Об этом у нас пойдет разговор. На сегодняшний день у нас 28 участников. Если вы откроете списочек участников в правом верхнем углу, то можно увидеть, что из разных городов Российской Федерации. На самом деле непонятно, как система присваивает город, но те, кто зарегистрировался на портале proofme.com и указал там свой город, у них высвечивается нормальный город. Я не думаю, что у нас вот есть люди с Северодвинска или Санкт-Петербурга. Поэтому мы часто проводим в этой системе вебинары. Рекомендую вам зарегистрироваться, создать свою учетную запись в системе proofme и использовать ее при участии в вебинарах. Далее, эта система proofme.com. Вы можете тоже ее использовать в своей работе. До 10 пользователей вебинарная комната бесплатна. Если вам надо больше, предположим, на 25 человек, на весь класс школьный, да, в период там, перехода или использования дистанционных технологий, там у нас скоро обещают тяжелый грипп, возможно, карантинные дни, можно использовать эту систему. Для этого в техподдержку мы пишем письмо-заявку, что вы образовательная организация, и вам нужна комната на 25-30 человек. Для образовательных организаций разработчики идут на уступки и предоставляют это бесплатно. Поэтому данную систему вы можете использовать и в своей работе. Значит, сейчас в правом окне появится у вас рабочий стол, который можно расширить для себя. В правом верхнем углу тоже кнопочка такая по диагонали. Стрелочка. То есть вы можете раскрыть рабочий стол на весь экран. Коллеги, как нас слышно, видно, плюсиком можно в чате отметить. Я приглашаю Светлану Дубакину для проведения сегодняшнего вебинара. Это служба технической поддержки ЗАО РТЕХ город Самара, разработчик данной системы. Светлана, мы вас ждем. Здравствуйте, коллеги. Меня слышно? Меня слышно? Сейчас ЗАО РТЕХ город Самара у нас подключится. Меня сейчас не слышно, правильно я понимаю? Нет, слышно, все нормально. Отлично. Так, презентации пока нет. Да, мы сейчас включим. Меня зовут Светлана, как вы меня уже представили. Я сегодня вам расскажу про модуль МСОКа, многоуровневую систему оценки качества образования. Это система, созданная по авторской методике Надежды Борисовны Фоминой. То есть все отчеты, сделанные в соответствии с ее рекомендациями, с ее формулами. Вот, система очень интересная, позволяет широко анализировать обучение детей. Перейдем к ее виду, скажем так. Мы, как обычно, если мы учитель, да, мы доходим, как обычно, в систему, в нашу сетевой город образования, то есть в электронный журнал. Вот. У нас есть здесь вкладочка МСОКа. Вот это, собственно, наша многоуровневая система оценки качества образования. Некоторые, я видела, в чате писали, что уже используют эту систему, и это очень хорошо, потому что она действительно позволяет предотвратить плохие оценки. Да, то есть она больше направлена на то, чтобы следить за текущей работой детей, вот, нежели потом исправлять, скажем так. Модуль МСОКа делится на несколько блоков. Да. Это отчеты по школе, по классам, отчеты по учащимся, прогноз ОГЭ и ЕГЭ и внутришкольный мониторинг. Вкратце пройдемся по всем разделам. Все отчеты рассказывать я не буду, поскольку их чуть меньше 100 штук, 89, если я не ошибаюсь. Вкратце объясню их суть. Да? То есть есть такие отчеты, как общие итоги или классный контроль, которые позволяют нам просто увидеть результаты детей. Там оценочные показатели, кто у нас отстает, кто у нас подтягивается, там, кому чего-то не хватает до того, чтобы он стал хорошистом или отличником и тому подобное. Вот недавно вам, сейчас я скажу даже так, устанавливается новая версия, она будет выглядеть вот таким образом.
И в этой системе для того, чтобы запустить отчет, вам нужно его просто выбрать, начать формирование, да, то есть мы здесь нажимаем «Новый отчет», выбираем, сейчас закроется, выбираем учебный год, период, ну и, соответственно, другие показатели в других отчетах, если они потребуются, там класс, например, или контрольную, да. Все параметры выбираем, нажимаем «Ок», и у нас начинает формирование отчета. Что-то медленно пошло. В чем плюс новой версии МСОКа? Это для тех, кто раньше с ним работал, будет, я думаю, они оценят, потому что теперь для того, чтобы отчет формировался, нам не нужно быть в системе. Да? То есть мы запускаем отчет, он себе формируется, никого не трогает, мы ее можем закрыть, мы можем выйти из сетевого города, образования, да, то есть закрыть браузер, все закрыть, потом мы снова войдем, он у нас будет либо уже сформированный, либо на этапе формирования. То есть вот я закрывала МСОК, он еще вот формируется. Немного медленно работает интернет, к сожалению, у нас сейчас. Но формирование сейчас начнется. Вот сейчас у нас уже есть сформированный отчет, мы его открываем. Как видят те пользователи, которые уже знакомы с модулем СОКа, ничего в отчетах самих не изменилось. Да, то есть отчеты, описание отчетов можно увидеть полное в руководстве пользователя модулем СОКа. Если какие-то вопросы будут, я постараюсь на них ответить. В общем, вид отчетов вот такой. Мы их можем выгрузить, сохранить себе, распечатать. И если отчеты такие, что несколько страниц, тут вот можно перелистнуть их, вернуться, перейти. Да, то есть для того, чтобы просто открыть сформировавшийся отчет, нам нужно двойным кликом на сам отчет в любое вот место здесь вот нажать. Если нам этот отчет уже мешает, мы сформировали, например, более актуальный, и чтобы нам не путаться, мы можем их удалить из списка. Да, также еще один плюс. В новой версии МСОКа все отчеты, которые формируются, хранятся в системе. Да, то есть, если вы раньше сформировали и не выгрузили, то вам придется снова его формировать. Здесь же нет. То есть, он сформировался, он у нас лежит. У нас может быть один и тот же отчет от 11 числа, от 15 числа. Да, то есть, мы можем анализировать, грубо говоря, что мы поправили, что мы не поправили в сравнении с теми же отчетами. Отчеты по школе, модули отчеты по школе. Собственно, тут у нас идет работа непосредственно, например, с учителями, да, то есть мы можем посмотреть, у какого учителя у нас много пробелов, то есть детей, у которых там буквально одна тройка, вот и она у него. Это будут так называемые проблемные компоненты в МСОКа. Мы здесь можем их увидеть, да, то есть поговорить с учителем, спросить, вот западает, то есть работа непосредственно с учителем. Если мы, допустим, классный руководитель, мы можем посмотреть в общем разрезе по классу, как сейчас обучаются дети у меня, да, то есть какие итоги за первую четверть, какие итоги за вторую четверть, что у меня нехорошо, у кого у меня там одна двоечка, у кого там несколько двоечек, с кем нужно поработать. Система даже предлагает какие-то варианты, что нужно с кем сделать. Да, то есть этому ребенку нужно потянуть биологию, этому математику. Далее, отчеты по классам. Здесь у нас уже ведется непосредственно работа с классом, с одним. Опять же, здесь есть отчет классного руководителя, вот его я тоже хотела показать, я о нем начала немножко говорить. Сейчас я его покажу, он наглядно показывает, да, то есть мы видим, что вот, например, Никита не освоил алгебру, биологию и географию. Гены, алгебру, да, то есть у нас достаточно широкий спектр, скажем так, охватываемый учебного процесса. Мы видим, какие результаты контрольных работ. Хотелось бы отметить, что МСОК в основном направлен, ну, не в основном, а процентов, наверное, 60, направлен на то, чтобы сравнивать контрольные работы и текущую успеваемость ученика. Да? То есть, если у нас текущее обучение ученика – это четверки, пятерки, а контрольные он сдает на двойки, вероятно, что либо с текущим ему завысили, либо контрольную что-то вот у него случилось, именно вот эту тему в контрольной он не понимает. Да, то есть поэтому можем отследить, что оценка там объективна, не объективна, насколько хорошо обучаются, ученику дает тот или иной вопрос.
Это также касается учителя-предметника, да, то есть есть такой отчет, как результаты контрольных работ. Сейчас мы с вами снова сформируем, чтобы быть уверенным, что у нас будет контрольная. Пока формируется отчет, я вам сейчас перейду немножечко в журнал, расскажу про журнал. А пока вот результаты контрольных работ, он изначально показывает все контрольные работы, которые были в выбранном периоде у детей. Вот. Сейчас часто поступают вопросы, в частности, по-моему, и от коллег наших из Республики Коми, о том, что пропала кнопочка, так называемый анализ контрольных работ. Так. Она отсутствует, хорошо, сейчас. Которая была в протоколе контрольной работы. Она не пропала, она была убрана, потому что она не совсем корректные данные показывала. Да, то есть мы могли сформировать по классу, который неполный или там меньше 50%. То есть по методике Надежды Борисовны анализ контрольной работы можно получить только по контрольной, за которую оценено больше 50% учеников. Вот, поэтому если у нас меньше учеников, то, соответственно, мы не можем получить анализ. Ведется сейчас работа по тому, чтобы вернуть эту кнопочку. Ну, по крайней мере, задача разработчикам есть, да, то есть раздумья ведутся над тем, как ее вернуть. Возможно, какие-то ограничения будут, надеюсь, ее вернут. Это сразу предисловием. Сейчас немножко отвлечемся на журнал, потому что здесь тоже бы хотелось немножечко сказать пару слов. Да, то есть МСОК, МСОК плотно работает с СГО, поэтому его нельзя не коснуться. В журнале у нас задания, которые участвуют в отчетах МСОКа, да, то есть которые влияют на показатели МСОКа, всегда отмечены вот красным столбцом. Вот если видите, 5 сентября весь столбец красный, это значит какое-то задание, которое у нас связано с МСОКа. В данном случае диктант. У нас есть несколько типов заданий, которые выгружаются в модуль МСОКа. Это контрольная работа, это тематическая работа, тестирование и диктант. Также диагностическая работа, но к ней мы вернемся еще сейчас отдельно, потому что это отдельный тип, который позволяет анализировать. У нас есть протокол контрольной работы, который позволяет учителю, да, то есть мы заходим в протокол, мы можем его создать, да, то есть мы нажимаем «Добавить». Здесь есть задание, и мы прописываем, допустим, за какой именно КЭС, кодификатор, код элемента содержания, да, то есть это очень актуально, особенно для 8-9 классов, там, или 10-11, которые готовятся к экзаменам, увидеть, по какой теме у ребенка западает тот или иной вопрос, да, то есть возникает тот или иной вопрос. То есть если мы добавляем протокол контрольной работы и потом его, возвращаясь в журнал, опять же, открыв занятие, открыв протокол, его заполняем, да, то есть выставляя оценки ребенку, не оценки, а баллы за то или иное задание. То есть если у нас задание оценивается с 2 балла, мы ставим 2, следующее занятие там в 1 и так далее. Заполнив протокол, мы потом в анализе контрольной работы можем увидеть результаты деток, да, то есть какие именно проблемы возникают у ребенка с какой темой и вообще у класса в целом. Да, то есть после того, как у нас создан протокол, мы сейчас с вами посмотрим отчет. После того, как мы все заполнили, у нас есть результаты контрольных работ в модуле МСОКа. Еще один плюс, да, МСОКа, то есть вы можете его сложить, можете закрыть, неважно. Он достаточно автономно сейчас работает от СГО, да, то есть вы можете из СГО выйти, а МСОКу еще оставить вкладочку, и она будет отрабатывать. Сейчас я немножечко прервусь, проверю, нет ли у вас пока вопросов. Так, давайте сейчас я немножечко посмотрю, а то сейчас убегут вопросы, возможно, они по текущему идут. Так, да, по отчетам я уже сказала, что сейчас ведется работа. Вячеслав Алексеевич сказал, что ведется работа
Уже известна причина, сейчас думаем, как ее, скажем так, исправить. С Вячеславом Алексеевичем хотелось бы, кстати, по этому поводу после вебинара обсудить. Не показывал одного не успевающего ученика. Это частный случай по поводу в отчете за первый триместр не показывал одного ученика, да, то есть это нужно просматривать, что именно, возможно, предмет не БУП, то есть базового учебного плана, или еще какие-то параметры. Нужно смотреть, но, скорее всего, если это действительно была ошибка именно МСОКа, то в новой версии вы с этим не столкнетесь. Вот написали, протоколом пользуемся. Да, как раз перейдем к протоколам. Это очень хорошо, что вы пользуетесь протоколом, потому что это для учителя-предметника чуть ли не основная вещь, с которой он должен работать. Как я сказала ранее, возвращаемся, результаты контрольных работ формируются по всем контрольным, по всем предметам. Но если у нас есть протокол, мы можем, вот видите, активная кнопочка, на нее нажать и провалиться непосредственно в протокол конкретно этого, в данном случае, диктанта. Нажимаем, у нас открывается диктант. Сейчас он откроется. Светлана, пропал рабочий стол пока. И мы увидим непосредственно результаты учеников по тем протоколам, по тем КЭСам, которые мы ввели. Светлана, рабочий стол пропал. Рабочий стол пропал. Ах, так, сейчас еще раз. Угу, спасибо за информацию. Сейчас попробуем еще включить. Угу. Пошло, да? Нет, пока. Странно. Все пошло. Так, да, мы остановились результаты контрольных работ. Хотелось бы уточнить, кнопочку было видно, когда кнопку я показывала? Ну, давайте вернемся. Да, то есть мы можем вернуться к тому, что у нас полный отчет. На всякий случай мы с вами вернемся. Вот, эта кнопочка, которая позволяет нам открыть протокол контрольной работы. Мы на нее нажимаем, и у нас открывается протокол диктанта, контрольной работы, тематическая работа и так далее. Протокол диктанта немножко отличается от протокола контрольной работы, но суть, в общем-то, одна. Да? То есть мы видим, по каким КЭСам, какой процент у класса. Мы видим, насколько выставлены оценки, объективно, необъективно, какая результативность и тому подобное. Часто возникает вопрос, на всякий случай скажу, в чем суть объективно-необъективно. Объективность выставляется за счет того, что какая рекомендованная оценка была в сетевом городе образования и какую выставила учитель, да, то есть в процентном соотношении баллов. Тут мы вот видим, что система нам подсказывает, с кем необходимо провести индивидуальную работу и какие темы нужно бы повторить и изучить. Да, то есть видите, поскольку у нас процент маленький по всем темам, он нам все темы и предложил. Поэтому для учителя предметника, учителя с текущей работы это очень важный функционал. В принципе, и региональные администраторы этим тоже активно пользуются, поскольку они подобное тоже могут получить по школе. К этому мы потом увидим. Вернемся к модулям СОКа. Отчеты по классу, собственно, здесь формируются отчеты непосредственно по одному классу, разные отчеты. Все рассказывать не буду. Факт в том, что они базируются либо на оценочных показателях, либо на контрольных работах, либо на сравнении оценочных показателей и контрольных работ. Также оценочные показатели контроля работ напрямую за предыдущий период. Также в некоторых отчетах используются. То есть так или иначе мы получаем результат того, что мы вносим в сетевой город образования. Отчеты по школе мы с вами уже вкратце прошли, да, то есть здесь он очень удобен как и для сотрудников, как и заучей, так и администраторов, да, то есть итоги, прогноз повышения качества образования, например, да, то есть отчеты удобные, важные, более подробно вы сможете прочитать в руководстве. Отчеты по учащимся – это отчеты по конкретному ученику, да, если мы хотим кого-то, вот мы увидели, что Никита у нас
плохо с русским у него было. Мы хотим вот посмотреть его результаты контрольных работ, например, в разрезе других предметов. Мы можем сформировать и посмотреть. Вот эти вот отчеты доступны как ученику, так и родителю. Да, то есть отчеты по учащимся родители также могут модулем СОКа сами себе составить. Посмотреть, допустим, какие результаты контрольных работ у моего ребенка были, или какой прогноз у ребенка. Далее раздел «Прогноз ОГЭ и ЕГЭ». Здесь один отчет – это прогноз результатов госэкзамена. Он строится на основании контрольных работ и оценочных показателей, в частности, контрольных работ, да, то есть по КЭСам, как у нас ученик обучался в протоколе, вот какие КЭСы у него западают, не западают. Общий прогноз строится на основании этих данных. Да, то есть, здесь тестовый стенд, понятно, что средний балл, какой у него прогнозируемый был средний балл. И здесь уже высчитывается, поскольку контрольных нет, практически нет, поэтому результатов мы не можем увидеть вероятного балла. Фактическое заполняется после того, как мы в сетевом городе образования в разделе «Итоговые отметки», журнал «Итоговые отметки» укажем, какие оценки ученики получили. Да, то есть потом сравнить можем, что у нас предполагалось и что ребенок в итоге получил. Мы переходим к разделу «Внутришкольный мониторинг». На нем хотелось бы, скажем так, заострить внимание. Этот раздел рассчитан исключительно на задания с типом диагностические и контрольные работы, на котором я сделала акцент, когда мы смотрели используемые в СОКа типа заданий. Тут все отчеты направлены на формирование исключительно по данным ДКР. Что такое ДКР? Ранее они назывались мониторинговые контрольные работы. Сейчас Надежда Борисовна нам сообщила, что они должны называться диагностические контрольные работы. Это контрольные работы, которые не учитываются, обычно не учитываются в текущем обучении ребенка, да, то есть при выставлении средней отметки. Но по ней получить анализ контрольной работы также хочется. Он такой же, как протокол обычной контрольной работы в отчетах по классам, но он по конкретной диагностической работе. Также здесь есть отчеты, результаты оценки, качество, подготовка учащихся, да, то есть мы можем посмотреть, насколько хорошо проходила подготовка учащихся к ВПР, Всероссийским проверочным работам, да, то есть вот эти вот два отчета, они строятся только на двух типах контрольных работ, вот эти вот два. ФГК задание, ДКР с типом ФГК и ВПР. Об этом я сейчас расскажу, эти типы, откуда они берутся, поскольку наверняка в СГО вы их не видели. Перейдем немножечко к ДКР в сетевом городе образования. Да, то есть вот, перейдя в журнал, мы можем зайти, например, давайте вот 12 сентября, выбрать тип диагностическая контрольная работа. И либо не выбирать вариант, и это будет наша диагностическая работа, да, то есть я как учитель захотел просто проверить, как у меня ученики обучаются. Буду я учитывать, не буду, это уже будет мое дело. В журнале, в смысле, не буду или не буду учитывать. Факт в том, что я могу сам создать диагностическую работу со своим протоколом, со своими оценками и так далее. Да, то есть мы ее добавляем. По умолчанию он нам сразу предлагает сделать протокол. Но протокол я показывала, как примерно делать, поэтому опустим этот момент. Сразу хочу заметить, что ДКР по умолчанию не учитывается в оценках в журнале и не отображается. Да, то есть у нас будет красный столбец, например, давайте поставим оценки. Вот. 12 сентября, вот мы сохранили. Вернувшись в журнал, мы увидим, что красным подсвечено, но оценки не выставлены. Как бы не выставлены. Они выставлены, просто они не учитываются в текущей работе, поэтому и не отображаются. Но если мы делали ДКР самостоятельно, а не брали ту, которую нам уже подготовило управление образованием, то мы можем нажать на кнопочку «Редактировать задание».
Сейчас оно откроется окно редактирования задания, как стандартное, да, то есть там ответ на уроки, обязательно, не обязательно, кому нужно, кому не нужно, какая тема. И у нас для ДКР, который создан самостоятельно, есть возможность учитывать ее в журнале. Да? То есть вот здесь есть галочка «Учитывать результаты ДКР в электронном классном журнале». Если мы ставим «Да», то она у нас начнет отображаться и показываться в списке, и оценки будут показываться в общем журнале. Да? То есть сейчас мы вернемся в журнал и увидим, что у нас оценки есть. Угу. Вот, оценки появились, потому что мы решили ее все-таки учитывать. Это уже на волю преподавателя, который ведет, хочет он учитывать это или нет, он сам создает, он сам делает. Они текущие, не текущие, да, то есть уровень, как и для контрольных работ, может быть текущий, административный. А также в системе появилась с недавних пор новая возможность, это ДКР, спущенный с уровня управления образованием. То есть управление образования создает у себя на своем уровне ту или иную контрольную работу, как-то ее называют, ну, допустим, биология, как-то там ежики, да, мы ее выбираем, и у нас автоматически подтягивается протокол, да, то есть если мы откроем протокол, мы видим, что нам уже можно выставить баллы, и, ну, поскольку пустой протокол, поэтому нет баллов. И сам план контрольной работы мы редактировать не сможем. Мы его сможем только посмотреть, понять, какой план составлен управлением образованием. Сейчас давайте другой выберем вариант. В этом варианте вы можете, если вы выбрали, как вот я, допустим, в этот раз, в вашей школе нужно был первый вариант, там тем или иными причинами был создан другой вариант, вы можете зайти в настройки задания и выбрать другой вариант. Вот, допустим, я нажимаю «Ежики 2», сохраняю, и теперь, перейдя в протокол, я вижу, что мне могу выставить баллы. Они уже выставлены. Да, хотелось бы отметить, что если мы берем ДКР, которая спущена с управления образования, то в результате, если мы ее, допустим, заполнили все задания заполнили, все баллы выставили, и в итоге решили там случайные, ну, мало ли какие причины, да, удалили ее, когда мы ее вернем и добавим заново, у нас автоматически это все подтянется, то есть мы можем выставить оценки, но эта диагностическая контрольная работа не будет учитываться в журнале. То есть, если вы хотите ДКР все-таки учитывать в журнале, то придется сделать дубль со своего уровня, скажем так. Вот, мы видим, что у нас протокол показывается, но мы его, точнее, план контрольной работы, но мы его редактировать не можем. Вот как раз об этом я и хотела сказать, что ФГК, ВПР и региональные и муниципальные уровни, они теперь назначаются, ну, для ДКР, они назначаются только с уровня управления образованием. Что, в принципе, логично, что муниципалитет нам дает муниципальный уровень. Вот вкратце о создании ДКР. И вот по вот таким вот контрольным работам у нас сформируются отчеты внутришкольного мониторинга. Может быть, я какой-то момент упустила, если какие-то вопросы есть, я готова на них ответить именно по школьному уровню. К управлению образованием мы сейчас, Вячеслав Алексеевич, перейдем. Сейчас дойдем, покажу. Для учителей по дополнению протокола контрольных работ. Протокол дополнения как такового, ну, есть, оно в новой инструкции, сейчас пишется новая инструкция по модулям СОКа, собственно, вот этой версии дописывается. И там есть протокол, рекомендации по дополнению протокола. Если необходимо, вы можете нам написать, я вам вышлю тот кусок, который отвечает за протокол контрольных работ. Так, если есть еще вопросы по школе, давайте напишите. Я сейчас тогда перезайду в управление образования, чтобы показать модуль СОК и ДКР для управления образованием. И вернусь, после того, как зайду, вернусь посмотреть, есть ли вопросы по школам. Так. Сейчас мы входим, как обычно, в управление образованием. Вот у нас осуществляется.
Вы имеете в виду в портфолио учитываться или не совсем поняла вопрос? Выгрузка материала, который выгрузка материала по ДКР будет учитываться автоматически на аттестацию педагога. Вы про какой-то конкретный отчет или про выгрузку в портфолио преподавателя? Уточните, пожалуйста. Нет, в портфолио ДКР не выгружаются, ДКР они подразумеваются как диагностика, то есть посмотреть, как обстоят дела, но как бы за это мы никого не ругаем, не бьем, ну, скажем так, только рекомендуем что-то сделать, но как оценивание это не идет. Так, я вижу, кто-то печатает, сейчас тогда подождем, пока напишут еще один вопрос, если есть, и перейдем к уровню управления образованием. Ага. Запись вебинара, как было сказано Вячеславом Алексеевичем, будет выложена на сайт. Выше в сообщениях написано, где именно, и вы сможете посмотреть. Если какие-то вопросы останутся, вы всегда можете нам написать, позвонить. Я расскажу еще раз, помогу тому или иному вопросу. Так, давайте перейдем к управлению образованием. Вход осуществили. Как обычно, у нас здесь есть вкладочка МСОКа и диагностические работы. Давайте начнем с диагностических работ, поскольку это скорее такая подготовка перед анализом МСОКа, собственно, текущая работа. Здесь у нас есть года и разные кнопки, скажем так. То есть у нас здесь есть кнопка «Добавить» и, если необходимо, потом «Редактировать». Мы добавим с вами сначала сразу новую, да, то есть мы выбираем предмет, мы как управление образованием, мы выбираем предмет, допустим, пускай та же математика, да, для 5 класса, наименование математика 5 класс. Допустим, период проведения, у нас выбран год, сейчас, секундочку, 17-18, да, то есть надо внимательно, какой учебный год выбираем, отнестись к вопросу года, потому что если мы, допустим, выберем 17-18, а создадим на 18-19, как вот я сейчас хотела, то мы никакого результата не получим. То есть у нас школа просто не будет видеть результаты. Выбираем определенный период, да, то есть период проведения. Это то, скажем так, это то, за что отвечает, будет ли видеть преподаватель тот или иной вариант ДКР в те или иные даты, да, то есть если мы ставим с 1 по 11, по 7, то преподаватель будет видеть этот вариант ДКР, как вот я вам показывала на ежики 1, ежики 2, да, то есть только в эти даты, то есть если он выберет занятие 2-11, он увидит результат. Если он выберет не результат, а вариант. Если он выберет 8-11, то он уже варианта не увидит. Да, то есть поэтому выбираем период проведения. У нас здесь вот настройки все введены. Мы можем сделать несколько вариантов. Допустим, если, например, у нас математика 5 класс, да, название общее, но при этом у нас, допустим, есть какие-то коррекционные школы, например, у которых протокол будет попроще, чем у обычных, или еще что-то, да, то есть поэтому в случае, как для каждой контрольной, мы можем, допустим, добавить вариант. И у нас будет одна и та же контрольная, мы назовем вариант 2, поэтому можем отредактировать и назвать вариант 1. Вариант 1. Да, то есть для каждого варианта у нас есть кнопочки редактирования, удаления и протокол. Редактирование, еще раз вернемся. Кроме того, что мы можем отредактировать название, что мы с вами делали, мы можем выбрать, кому конкретно этот вариант назначается. Да? То есть если мы региональный уровень, то мы выбираем муниципалитеты, можем выбрать муниципалитеты, которым будет назначено, или конкретные школы. Оно в данном случае региональное, Министерство образования, поэтому мы муниципалитеты, допустим, выбираем, это вот Арсеньевскому району. Мы можем так и вариант назвать, да, то есть вариант для Арсеньевского района, вариант для
Белевскую. Но это все от нашей фантазии только зависит. Далее здесь мы можем удалить вариант, если необходимо. И, соответственно, сделать протокол, который у нас будет подтягиваться в школу. Мы нажимаем на протокол, значок протокола. Здесь мы можем выбрать, да, уровень федеральный ФГК, федеральный ВПР, региональный или муниципальный. И, как и в школе, добавить задание. И как и в школе мы можем импортировать протокол, если у нас уже есть, да, то есть, как школы раньше делали, да, в одной школе делали управление образованием и рассылали школам по почте или как-нибудь еще, мол, заполните и экспортируйте. Теперь вы просто сами создаете один раз, никого, не заходя ни в какие школы, не импортируя, создаете нужный вам протокол контрольной работы, если нужно какие-то дополнительные параметры вводите, не параметры, а информацию. Все, создали. После этого мы можем нажать «Опубликовать». И после того, как мы опубликовали, школа уже это увидит у себя как вариант. Ну, как мы показывали в случае ежики. В случае 16-18 года, да, то есть вот вы можете увидеть, вот она была контрольная работа, биология, ежики, 5 класс, с 1 по 24. И вот у нас первый и второй вариант. К первому варианту протокол не был создан, поэтому мы его не увидели. Ко второму он был, поэтому мы его успешно заполнили. Это что касается ДКР. После того, как ДКР выполнены, мы по ним можем получить результаты в разделе МСОК. Раздел МСОК у нас для управления образованием делится на 4 пункта. Ну, есть еще пункт настройки, но это только региональному управлению образования, да, то есть в пункте настройки, кроме вот этого, что желательно без нашего вмешательства не трогать, есть еще диапазоны ОГЭ и ЕГЭ, да, то есть мы выбираем год и настраиваем, какие шкалы, ну, допустим, баллы, с какого балла будет четверка, тройка и так далее. Это необходимо для прогноза ОГЭ и ЕГЭ, да, то есть чтобы у нас построился прогноз, как вы видели, у нас не было вероятностей никаких, все везде были прочерки, потому что не заполнены были, собственно, диапазон. Это касается Министерства образования, если что-то не формируется, возможно, диапазон не указан. Сам модуль МСОКа делится на 4 блока. Отчеты уровня ООО, отчеты уровня регионального ООО, мониторинг уровня ООО и мониторинг уровня регионального ООО. В чем разница? По сути, вот эти вот два раздела между собой очень похожи, и вот эти вот два очень похожи. Разница у них в том, что эти отчеты формируются управление образования непосредственно по школам моего управления образования, да, то есть если, допустим, района города управления образованием, точнее, это городское, да, я могу получить по всем школам города. Но если у меня есть еще районы в городе, то я могу получить непосредственно по районам уже отчет. Для этого я буду использовать отчеты регионального ООО. Да, то есть если я хочу напрямую по школам по моим получить результаты, я использую отчеты уровня ООО. Если я хочу получить по нижестоящему управлению образования, я использую отчеты регионального ООО. Аналогично и с мониторингом. Отчеты уровня ООО, они позволяют нам провести анализ того, как у нас ведется работа в школах, какие школы в чем западают, да, то есть мы можем увидеть ранжирование школ по степени обученности, по качеству обученности, по контрольным работам. Ну, как я ранее говорила, да, то есть модуль МСОКа основывается на контрольных работах и на оценочных показателях, либо на их сравнении. То есть вот результаты контрольных работ, все названия вы можете, они в принципе вполне говорящие, да, то есть проблемные предметы в выполнении контрольных работ. Да, то есть в каких школах, какие предметы у нас у учеников западали. Да, вот. Мы его, например, откроем, чтобы увидеть, как он будет выглядеть. На уровне управления образования, отчеты уровня управления образованием, мы видим по конкретным школам. Да, то есть мы видим в первой школе, в 10 классе, А-классе, физика всего 56, то есть западающая, поэтому показатель освоения ниже 60%. Да, то есть вы можете потом дать в руководстве, что значит показатели освоения и тому подобное. Вернемся к отчетам.
Если же мы такой же отчет формируем с уровня регионального управления образованием, мы получаем, ну или похожий отчет. Секундочку, какой у нас он был. Уверен, предметы выполнения контрольных работ. 9. Примерно 9 у нас должен быть похожим. По оценочным показателям. Ну, некоторые отчеты не совпадают, потому что тут по школам мы не можем вывести, по районам мы не можем вывести западающие предметы, потому что в одном районе может быть много школ, и предметов получится очень много. Поэтому некоторые отчеты могут отсутствовать, да. Отсутствовать непосредственно в отчете уровня регионального уровня. Это все сделано по методике Надежды Борисовны, да, то есть отчеты региона, они вот такие. Также есть итоговая таблица, например, распределения мест, да, то есть в этой таблице, по сути, собирается большая часть вот этих вот всех показателей предыдущих. Здесь, как видите, написано ранжирование районов или в случае уровня О ранжирование организаций. Вот, то есть, получается, у нас школы и районы могут занимать от первого там до какого-то места. В итоговой таблице распределения мест мы увидим распределение мест организации по каждому пункту, да, то есть мы видим вот освоение ОП, какое место, сколько проблемных компонентов. Стенд тестовый, поэтому показания не очень наглядные, к сожалению. Такие правильные показания можно получить только в реальных условиях, да, то есть если реальные учителя реальные оценки заполняют и реальные контрольные выполняют. Здесь вводится, то есть по каждому параметру места, то есть параметр места. И итоговый средний показатель места, и какое место он занимает в общем. Либо район, либо школа в данном случае. Да, то есть вот таким вот образом выглядит отчеты уровня О или регионального. Перейдем к мониторингу. Мониторинг уровня управления образования, это, опять же, это как аналогично внутришкольному мониторингу, но, скажем так, более обширно. Это мониторинг ДКР, да, то есть мы создали ДКР, и мы по ней получаем те или иные результаты. Вот, например, отчет у нас сформирован, мы видим общие результаты, да, при необходимости мы спускаемся в конкретную школу и смотрим ее результаты, протокол. Он будет выглядеть так же, как в внутришкольном мониторинге после того, как мы сформировали. Сейчас он закроется. То есть мы также видим западающий КЭС в разрезе по школам и по проценту. Объективно, насколько объективно, не объективно по всему району. Да? То есть также выглядит, как в школе. Здесь все отчеты в мониторинге уровня направлены на результаты контрольных работ. То есть распределение учащихся, распределение набранными баллами и тому подобное. Да? То есть сначала мы получаем результаты по школам, потом, если нужно, по районам. Вот, то есть также результаты внешней диагностики по ВПР, по ФГК, да, то есть отчеты достаточно похожи, скажем так. Да, то есть вот рейтинг по дополнительным показателям – это отчет по, скажем так, совокупности вот этого всего. В общем-то, по отчетам региональным, если глубже не уходить в каждый отчет, то на этом все. Если есть вопросы, на вопросы сейчас я в чат напишу наш адрес поддержки. В принципе, если есть сейчас какие-то вопросы, вы можете их сейчас мне задать. Я их готова, постараюсь ответить, насколько это в моей компетенции. Сразу ответить. Так, были еще вопросы до этого? Угу. Так, адрес я указала в чате, на который писать обращение по каким-то конкретным вопросам, да, если не смогу сейчас ответить. Или если они возникнут в ходе работы с модулем. Сейчас жду ваши вопросы, если таковые есть. Пока выключу демонстрацию экрана. Если понадобится, включу.
Я вижу, кто-то пытается печатать, мы подождем пока. Ну, не пытается, а печатает, я не знаю, может быть, длинный вопрос, либо просто симулировать пока не могу. Поэтому я в любом случае жду пока вопросы. Хотелось бы отметить, что действительно модулем сока желательно пользоваться, потому что он проверен на других регионах, которые активно им пользуются. Например, у нас очень активно пользуются модулем сока Тольятти, Тула, Челябинск, ну, многие регионы, именно школы. Ну вот, и они этим очень довольны. Вот, да, то есть методика Надежды Борисовны позволяет школам предупредить плохие оценки учеников, да, то есть увидеть, что у ребенка, ну, вот это вот не очень хорошо, или вот это вот не очень хорошо, и помочь ему разобраться в этом, провести какую-то индивидуальную, может быть, работу. В школе позволяют... так, вопрос появился. Управление образованием какого? Смотрите, модули, чтобы переносить, передает он не через сок, а через СГО также, да, то есть, ну, да, модуль соку нужен для того, чтобы ДКМ можно было создавать. Сами тексты работ вы можете по почте передавать, да, то есть в данном случае нету. Либо вам, ну, нет, это не подойдет к вам дополнительно записывать. Ну, тексты работ пока не велось обсуждение о том, чтобы передавать каким-то образом тексты непосредственно. Вот. Если нужно, вы можете их отправить по почте. В любом случае, в модуле сока, в модуле в системе сетевой город нету. То есть в журнале вы уже отмечаете непосредственно результаты учеников. Я просто не могу себе представить, как бы передавать через сетевой город само задание, кроме как по почте в электронном виде. Если какие-то идеи будут, вполне, думаю, это было бы интересно. Если управление образования могло бы со своего уровня просто брать и... Ну, в принципе, почта, она на то и есть почта, чтобы брать и передавать. Но если какие-то конкретные идеи, мы с радостью рассмотрим. Смотрите, Вячеслав Алексеевич, я думаю, мы с вами сейчас это, если вы не против, или по скайпу, или где-то обсудим, найдена причина, мы сейчас выход ищем, и хотелось бы как раз с вами это обсудить. Вот, да, то есть там определенные, скажем так, установленные уже программы на том сервере, на котором установили МСОКа, роняют эту службу, про которую я вам писал. Точнее, Коллеги, у кого есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Значит, ну, а так, спасибо, Светлана, за предоставленную возможность познакомиться с новой версией модуля сока. Надеюсь, что у нас он скоро заработает, как и работал в прежнем режиме. Ну и мы потихонечку как бы расширяем географию образовательных организаций, которые используют этот модуль. Спасибо. Можно еще некоторое время оставаться. Если вопросы будут, можно, значит, в чате их задать. Давайте. По почте потом мы сможем ответить. Так, вот вопрос уже появился. Сейчас я тогда немножечко оставлю, вебинар оставлю онлайн. Если что, еще отвечу либо в чате, либо так, включу. Так, есть вопрос по выполнению протокола, который тут, например. Так, не совсем поняла конец вопроса. Если я правильно поняла, то вы имеете в виду, что в анализе контрольных работ нету пункта дополнительно. Вот. Ничего, совершенно ничего страшного.
Если вы о том, что отсутствует кнопка раздел дополнительно, то вот как раз в новой версии это исправлено. Да, то есть у нас в пункте, где кэс, под кэсом будет выводиться то, что вы написали в пункте дополнительно. В случае, если кэса нет, то просто будет дополнительно то-то, то-то, то-то. Да, то есть если вы будете вводить в дополнительно какую-то информацию, то она будет выводиться. В новой версии это есть. Угу. Да, хотелось бы еще отметить, что в новой версии можно будет менять цвет, если кому-то это важна эстетика. Так, я сейчас отойду, приду, посмотрю вопросы, если какие-то есть, печатайте, я обязательно отвечу. Да, по поводу ошибки, уже сейчас я сходила, уточнила, она уже завтра, скорее всего, при хороших обстоятельствах будет исправлена, потому что наши коллеги вот уточнили у региональных администраторов, в чем именно, в чем именно проблему мы узнали и нашли решение, скажем так. Под какими данными, какие данные для аттестации и на какие вы рассчитываете? Я просто не совсем знаю, какие данные вы готовите. Даже не при формировании отчетов он выдает ошибку при попытке его открыть. Но это не столь важно. Вам главное, чтобы открывались они, конечно. Почему нет? Я же показала, что если мы открываем в разделе отчеты по классу, давайте сейчас покажу, результаты контрольных работ. Так, угу. Видно, надеюсь, экран? Да, то есть мы, если формируем мы отчет, закрыла. Если мы на уровне школы заходим и формируем отчет по классу, результаты контрольных работ, то мы там нажимаем на активную кнопочку, и у нас открывается непосредственно протокол контрольной работы, результаты контрольной работы. Да, то есть сейчас. Скручу. Вышли. Угу. Вот. Результаты отчет по классам, результаты контрольных работ. Формируем нужный нам отчет, открываем. И вот если это у нас КР там, или ДКР или что-то еще, извините, КР или диктант или тематическая работа, то вот здесь у нас и заполним протокол, то вот эта активная кнопочка, мы на нее нажимаем. И получаем протокол, который мы можем выгрузить себе, сохранить, на печать вывести. По протоколу, по тому, что они не открываются, ситуация будет исправлена завтра. Мы уже это уже неоднократно сегодня повторяли. Надеемся завтра, да, то есть причина найдена, решение тоже. Сейчас ведутся исправления. Конечно, мы вас не оставим СОКа, рассказав о том, что это. Это так просто максимально скоро решено будет. Например, учет учебных часов, необходим общий отчет по школе. Смотрите, учет учебных часов – это уже отчет сетевого города образования. Он непосредственно в разделе отчеты сетевого города образования, и он к МСОКа не имеет отношения. Если вы хотите какую-то доработку, в любом случае пишите на вышеуказанную почту, сейчас я ее повторю для вашего удобства, чтобы не листать вверх.
Пишите на нее предложения, и в любом случае передадим аналитикам или рассмотрим, объясним, возможно, почему нельзя, или наоборот, почему хорошо, да, мы согласны и сделаем. В любом случае ответ предоставим. Мгм. Остались еще вопросы? Ну, вопросов уже нет, Светлана, поэтому если появится, вам напишут на почту, либо мы перешлем, если они нужны. Спасибо вам большое, всего доброго, до свидания. Коллеги, всем удачи в использовании модуля, всего доброго, до свидания, на этом вебинар заканчиваем. Спасибо за внимание. До свидания.